Дорогие жители республики, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, 18 марта этого года состоялись выборы президента Российской Федерации. Это важнейшие политические события этого года. Жители республики на этих выборах продемонстрировали высокую активность, гражданское и политическое самосознание, проголосовав за сильную Россию, за позитивы, за те надежды, которые мы на протяжении многих лет возлагали и на руководство страны, и на глав регионов. Выборы прошли на высоком организационном уровне, и должен сказать, буквально на днях у меня была встреча в Москве. Ингушетия – один из немногих регионов, где выборы прошли без замечаний, без каких-либо жалоб. Поэтому, конечно, хочется сегодня выразить огромную благодарность тем, кто стоял за подготовкой выборов, проведением выборов, нашим жителям, которые проявили гражданское согласие и сознательность, и особо органам правопорядка, которые обеспечили высокую безопасность проведения выборов. Избрание президента страны – важный политический шаг, и, конечно, это динамика развития нашей страны на последующие годы. И не является какой-то новостью то, что президентом страны избран Владимир Владимирович Путин. Народ видит, жители видят те изменения, которые происходят на протяжении этих десятков лет, как страна преображается, и в каждом регионе происходят колоссальные изменения. Поэтому жители страны, в том числе жители нашей республики, отдали голос за Владимира Владимировича Путина. Это в истории наибольшее доверие к президенту страны. И мы должны, конечно, поддерживая нашего президента, в том числе делать все, чтобы выполнить те поручения, те задачи, которые перед нами ставит президент. Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что страна обеспечила устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. Россия сегодня одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Последние годы были для нас непростыми. Нашей стране пришлось столкнуться с целым рядом глобальных проблем. Тем не менее, страна нашла ресурсы не только для адекватного ответа этим вызовам, но и наметила новые перспективы развития и укрепления экономики. Определенных успехов добилась и наша республика. Назову главное, что нам удалось сделать в этих сложных условиях, ну и, конечно, подведу некоторые итоги ушедшего года. В 2017 году мы отмечали 25-летие образования нашей республики. Совместными усилиями органов всех ветвей власти и граждан мы сделали этот год памятным и по-настоящему ярким. Во всей республике, за ее пределами, в течение года проведено множество масштабных мероприятий, приуроченных к памятной дате, которые сыграли важную роль в формировании позитивного имиджа республики. Состоялось открытие значимых объектов. Незабываемыми событиями стали юбилейные мероприятия, которые прошли в Государственном Кремлевском дворце, а вместе мы это отмечали с нашим братской Карачаево-Черкесией, совместно провели концерт. Это тоже является примером для многих регионов, как совместно можно проводить памятные мероприятия. Мы провели в Государственной Думе Федерального собрания Дни Республики, которые прошли на высоком организационном уровне. А также много мероприятий прошли в регионах Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особое место в число знаковых событий года занимает многочисленные памятные мероприятия, посвященные 25-летию подвига, бессмертного подвига первого героя России Суланбека Асканова, а также открытие монументального памятника Суланбеку Асканову на месте совершения этого подвига в Липецкой области. Запоминающими событиями в рамках празднования 25-летия республики стал юбилейный 25-й чемпионат России по вольной борьбе, в котором приняли участие свыше 350 сильнейших борцов из регионов России. Проведение данного чемпионата в республике является огромным спортивным событием как для нашего региона, так и для всего Северо-Кавказского округа, так как
сборную страну в своем большинстве, конечно, представляют представители северокавказских республик. По нашему предложению, впервые в республике, как в одном из регионов СКФО, был проведен 5-й юбилейный форум СМИ. Форум прошел на высоком организационном уровне. В нем приняли участие не только представители средств массовой информации, ведущие специалисты, эксперты журналистики, но также руководители федеральных министерств и ведомств. Мы в очередной раз подтвердили, что в состоянии проводить крупные мероприятия высочайшего уровня. Убежден, что сегодня, через 25 лет становления, мы со всей ответственностью можем сказать: Ингушетия как регион Российской Федерации состоялась. Обеспечение мер безопасности. Основа комфортной жизни обществу, условия социально-экономического развития. Поэтому укрепление правопорядка – одна из ключевых задач, стоящая перед нашей республикой. Как отметил Владимир Владимирович Путин в своем послании, главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. Нам в значительной степени удалось улучшить коммуникативную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике. Здесь важно и очень важно отметить, что наше общество, независимо от религиозных взглядов, социального положения и возрастов, единодушно выступает с осуждением экстремизма и терроризма. Мы наблюдали это во многих, в том числе в соцсетях, и мне приятно, когда уже наибольшее количество откликов, отзывов в этом направлении, конечно, поступает от нашей молодежи. Все понимают, независимо от взглядов, религиозных или нерелигиозных, политических или неполитических, что безопасность – это основа. Тем более мы прошли через тяжелейшие испытания нашего народа, прошли через теракты, взрывы, убийства. И кому, как не нам, осознавать, что безопасность – это главное достояние, главный успех во всех сферах деятельности любого народа, в том числе нашего. По уровню снижения преступности республика уже традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны. Это свидетельствует о том, что Ингушетия – один из самых безопасных регионов страны. Так, уровень преступности на 100 тысяч населения составил 334,3 пункта. По России это показатель 4 раза, а по СКФО это 2 раза выше. Поэтому здесь хочется поблагодарить в первую очередь, конечно, правоохранительный блок, который делает все возможное для того, чтобы и обеспечить, и поддержать безопасность в нашей республике. Конечно, здесь мы с вами должны понимать, в том числе и общество играет огромную роль, главы муниципальных образований, различные комиссии, общественные организации, Институт уполномоченного по правам человека, ребенка и многие-многие другие, которые проводят колоссальную профилактическую работу среди населения. Поэтому всем огромное спасибо. Еще хочется отметить здесь огромную роль общественных институтов, таких как общественные советы при муниципальных образованиях, при главных муниципальных образованиях, в том числе общественные молодежные советы. Но говоря в целом о безопасности в рамках, как мы говорим, экстремизма и терроризма, конечно, мы с вами должны сегодня максимальный упор делать на экономическую безопасность. Здесь важно подчеркнуть, что органы правопорядка здесь усиленно работают. Мы не раз уже проводили свои закрытые совещания. И особый упор, да, было время, когда на экономическую безопасность не особо уделялось внимания. Теперь каждый чиновник, каждый руководитель должен понимать, сегодня этому направлению отводится особая роль. И нужно делать все, чтобы все, что выделяется федеральным центром и местным бюджетом, и различными внебюджетными источниками, должны идти на дело для людей, для народа, для развития республики. Поэтому здесь в ближайшие перспективы органы правопорядка, правоохранительный блок, конечно, будет уделять этому особое внимание. Тем более мы все наблюдаем, как в стране позитивно, более чем серьезно борется с такими явлениями, как коррупционное. Наше стремление к сохранению стабильности республики должно основываться на принципах единения общества, всеобщего согласия, независимо от национальности, политических взглядов и вероисповедания. Уважаемые депутаты, члены правительства, нам необходимо определиться с национальной идеей. Да, можно много говорить о идее, можно много по-разному рассуждать, какая она должна быть. Но уж точно она должна быть в рамках и традиций, и обычаев, и с учетом интересов всех народов, которые проживают в республике, и с учетом политики,
и законов по национальной идее, в целом взглядов, в целом страны нашей. Поэтому здесь я просил бы и Министерство по делам национальности, и Управление внутренней политики с общественными институтами определиться, как мы дальше видим развитие республики. В том числе и опору на взгляды молодежи в этом направлении. Немаловажным фактором в развитии или формировании национальной идеи является в том числе и патриотизм, как военный, так и гражданский. Чувство гражданского долга. Поэтому просил бы над этим направлением поработать очень серьезно. Религия является традиционно фундаментальным фактором консолидации общества. Тем не менее, и сегодня, и вчера отдельные представители духовенства, не только как духовного управления мусульман, но и священнослужителей, нарушают ключевой принцип своей деятельности – объединять людей. В одном из аятов Корана прописано: «Держитесь за веру Всевышнего и не разделяйтесь». Ну, конечно, можно по-разному читать, но главное, как понимать, что написано в любом священном писании. И я, конечно, сегодня, говоря о том, что мы много упускаем в рамках духовного, нравственного воспитания молодежи, в целом не только молодежи, но и жителей республики, конечно, делаю определенные надежды и возлагаю эти надежды на наше духовенство, на священнослужителей, которые не должны разделять людей на своих, на чужих, которые должны жестко противодействовать экстремизму, терроризму в любом проявлении. И, конечно, должны устойчиво и настойчиво работать с молодежью, с подрастающим поколением по духовно-нравственному воспитанию. Нет таких примеров, где взаимные обвинениями или какими-то другими претензиями было достигнуто какое-то соглашение между группами лиц. Нет таких примеров в мире. Но уж точно есть огромное количество примеров, когда люди садятся, дискутируют между собой, спорят, доказывают, рассказывают, общаются. И через это есть много-много примеров, когда приходили отдельные группы или отдельные лица консолидации и каким-то уважительным отношением друг к другу. Поэтому сегодняшнее состояние республики в плане вот именно религиозного, конечно, меня удручает. И я надеюсь, что меня услышат все священнослужители. Мы все вместе на ближайшую перспективу все-таки наведем порядок в этом плане. А все-таки, чтобы этот порядок навести, нужна воля, в первую очередь, священнослужителей, которые должны сесть, разговаривать, общаться между собой, а не выносить любые спорные вопросы на общественный суд в плоскость интернета и этим самым еще больше накалять обстановку. Уважаемые депутаты, в республике активно идет процесс развития гражданского общества. Некоммерческие организации играют заметную роль в общественно-политической жизни региона. Тем не менее, их потенциал все еще остается нераскрытым. Значимым достижением общественности республики и доказательством плодотворного взаимодействия государства и общества явилось то, что Ингушетия по итогам 2017 года стала лауреатом национальной общественной премии России «Атлант-2017». Это высшая награда в России в области НКО. Премия была присуждена в республике за активное взаимодействие власти с некоммерческими организациями. Считаю, что органы власти республики должны и впредь активно оказывать содействие институтам гражданского общества в реализации общественно значимых инициатив, обеспечить максимально открытую и доступную форму поддержки. Правительство должно обратить на это самое пристальное внимание. Необходимо поддерживать общественные организации, которые участвуют в реализации социально значимых практик, вносят свой вклад в развитие региона. Сегодня с этой трибуны хочу поблагодарить представителей гражданского общества за оказание существенной помощи органам власти в деле развития нашей республики. Уверен, что некоммерческий сектор во взаимодействии с органами государственной власти и дальше будет также эффективным в решении общих стратегических важных задач. Образование. Всегда было, есть и будет, что образование является основой становления и подрастающего поколения в целом государственности. Работа в этой отрасли в отчетном году была направлена как на укрепление материально-технической базы, так и на улучшение качества образовательных услуг. В связи с тем, что эти задачи являются крайне актуальными для республики, в процессе их решения наряду с государственными инвестициями привлекается и частный сектор.
Так в республике функционирует 15 профессиональных образовательных организаций, 126 образовательных организаций, 71 дошкольных проектов или образовательных учреждений, в том числе среди них и частные. В апреле 2017 года состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательного колледжа. Кстати, должен сказать, что это один из лучших проектов такого профиля в округе. В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 3 новых корпусов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова, что увеличит количество посадочных мест на 360 мест. Ну и, конечно, в этом же году у нас продолжается и реализация проекта по созданию на базе этого колледжа одного из технических вузов, институтов или филиалов технических вузов страны. Республика на протяжении последних лет успешно принимает участие в развитии движений так называемых молодых профессионалов. И в этом году, в прошедшем году у нас прошел, если вы помните, чемпионат республики. И здесь надо еще раз подчеркнуть, что это хороший проект, рабочий проект, который позволяет максимально и обучать молодых людей профессии, но самое главное приучать людей к выбору профессии. Что является сегодня проблемой среди молодежи? Почему? Потому что по социологическому опросу большинство молодежи принимает решение выбора профессии с подсказки родителей, а не потому, как они влюбились в профессию. Почему? Потому что если человек выбирает профессию лично сам, влюбляясь в эту профессию, понимая, для чего она ему нужна, поверьте, из этого человека вырастает хороший профессионал. А тем, кому навязали профессию, в последующем создают проблемы и себе, и обществу, в своем большинстве, и родителям. В 2018 году и на ближайшие годы правительство и Министерство образования и науки Республики необходимо продолжить работу по подготовке рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе и по стандартам, как мы говорили, развития молодых специалистов, обеспечить возможность получения специальностей и рабочих профессий, входящих в список 50 наиболее перспективных, обеспечить проведение регионального чемпионата профессионального мастерства, в том числе среди инвалидов. Это тоже хорошая практика и помощь, поддержка тем людям, которые ограничены в своих возможностях. С 2008 года по 2018 год в республике построена и реконструирована 51 общеобразовательная организация, это школы, в том числе 33 построены новые, и 42 детских садика. В 2018 году предусмотрено строительство 7 школ общей мощностью на 3492 места. Из них 2 объекта, это в сельском поселении Сурахахи и Мужичи, будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Также предусмотрено строительство 10 детских садиков на 2200 мест. Из них 6 дошкольных организаций на 1320 мест будут введены в этом году. В том числе будет создано дополнительно 360 мест для детей ясельного возраста. Это стратегическая задача, поставленная президентом России в своем послании. Но при этом можно строить огромное количество образовательных организаций, но если не будет профессионального подхода педагогов, руководителей к воспитанию, к обучению, конечно, мы не достигнем главной ключевой задачи – хорошего образовательного процесса в республике. Количество дошкольных образовательных организаций в 2018 году, как я говорил, достигнуто до 71, но чтобы нам выполнить задачу, в том числе указа президента Российской Федерации, до 100% обеспечения детей дошкольным организациям, конечно, нужно еще трудиться и трудиться. Но опять же подчеркну, если в 2008 году у нас где-то процент охвата дошкольным организациям было порядка 3%, то на сегодняшний день уже 28%, мы приближаемся к 30%. Это большой потенциал, огромный объем работы. И с каждым днем мы эту задачу будем выполнять с помощью, в том числе и федерального центра, и местного бюджета. И, как я уже говорил, привлекать для этого частный сектор. Это задача номер 1. И, конечно, здесь надо максимально всем работать в этом направлении. Также в этом году мы должны завершить создание детских технопарков «Конториум», важность которых своему посланию в том числе отметил Владимир Путин. В 2018 году важно в значительной степени продвинуться в робототехнике. Многие регионы работают в этом направлении, мы тоже в этом направлении работаем, но надо изучить опыт ведущих регионов страны и перенять этот опыт и совершенствовать это направление.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, здравоохранение Республики Ингушетия ориентировано на повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективное использование ресурсов здравоохранения на основе структурного преобразования системы оказания первичной медицинской медико-санитарной помощи, развитие Института профилактической медицины и развитие высокотехнологичных методов лечения заболеваний. Как отметил Владимир Путин в своем послании, важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. В 2017 году для системы здравоохранения республики был успешным. В эксплуатацию были введены ряд значимых для нашего региона объектов здравоохранения, таких как Республиканский клинический перинатальный центр на 130 коек, Республиканский онкологический диспансер и клиническая детская больница республиканская. Открытие онкодиспансера в республике – знаковое событие для всего региона, которое заслуживает особого внимания. Здесь нам удалось предвосхитить национальную повестку, озвученную в том числе президентом страны в своем послании. В настоящее время в системе здравоохранения республики работают более 2000 врачей, более 4000 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность населения врачами за 2017 год составила 44,1 на 10 тысяч человек, что, конечно, приближается к стандартам в целом Российской Федерации. По России это 46,4. Мы достигаем 100% показателей, которые сегодня заложены в дорожной карте. Средняя продолжительность жизни составляет по республике 81,6 лет. Это самый высокий показатель в России. При этом у нас и жителей, старше которым 100 лет, и от 80 и 100 лет более 6 тысяч. Это говорит о все-таки хорошем потенциале. Мы можем по-разному подходить к продолжительности жизни, в том числе создавая различные лекарства, препараты, обслуживание. Но одним из главных факторов продолжительности все-таки является здоровый образ жизни. Это здоровое питание, экологически чистое. Это уважительное отношение к старшему поколению, забота о них. Почему? Потому что это основа из основ. Поэтому, конечно, нам наши традиции в этом направлении нельзя терять, а надо их укреплять. Владимир Путин в своем послании сказал, что страна к определенному времени должна выйти на рубеж 80-летия. И мы сегодня, Ингушетия, может смело уже претендовать в таком проекте, в членстве в клубе 80+. В этом году нашим врачам в одной из клиник республики была успешно проведена сложнейшая операция на глаза старейшему ингушскому долгожителю Апазову Илиеву. Скажу что многие врачи многих регионов, в том числе и через консультацию, отказываются от такой операции. Почему? Потому что возраст человека, давление и так далее – это один из сложных таких проектов. Ну, наши врачи с этой задачей справились, не без помощи, конечно, федерального центра, наших друзей с ведущих клиник московских в том числе. Поэтому это тоже показатель, насколько мы с вами успешно продвигаемся в системе здравоохранения. Большим достижением является снижение младенческой смертности, которая составила 7,3 на 1000 родившихся живыми в 2017 году. А в 2016 году это было 10,5. Да, в среднем по России это еще мы достигли того рубежа, но так как только еще года нет с момента ввода и перинатального центра детской клинической больницы, я думаю, что в этом году этот показатель будет еще ниже. Также на протяжении 2017 года в республике не зарегистрирован ни один случай материнской смерти. Это принцип у нас уже продолжается порядка 3 лет. Я думаю, что эту традицию надо продолжить и дальше. В 2017 году парк автомашин станций скорой помощи дополнительно к ранее поступившим 13 каретам пополнился еще 10 новыми автомобилями. Здесь надо подчеркнуть, что помимо помощи федерального центра мы тоже изыскиваем свои возможности и в том числе ежегодно покупаем по 1, по 2 кареты скорой помощи для наших медицинских учреждений. Тем не менее, есть направления в системе здравоохранения, на которые нам необходимо обратить более пристальное внимание. Раз и навсегда необходимо решить вопрос с нехваткой медикаментов в больницах. Люди должны получать помощь в полном объеме. Нельзя забывать, что человек обращается в больницу с конкретными проблемами и недугом. Задача персонала медицинских учреждений – оказание необходимой медицинской помощи в полном объеме и с высоким качеством. Те, кто об этом забывает, конечно, должны искать себе место
работу в другом месте. На это надо обратить внимание как Минздраву, но особенно, конечно, депутатскому корпусу, который курирует направление здравоохранения. Ряд задач, которые мы озвучиваем в послании, конечно, будут доведены до руководства здравоохранения республики. Социальная защита населения республики имеет в настоящее время недостаточно развитую инфраструктуру. Остро ощущается недостаток специализированных учреждений социального обслуживания, которых в силу объективных причин на территории республики оказалось намного меньше, чем в регионах России. В республике функционирует одно учреждение подобного профиля, как Псидахский психоневрологический дом-интернат. Мы, кстати, давно думали о том, как вывести этот дом-интернат за село, за черты села. И сегодня уже с помощью федерального центра мы можем говорить, что уже в этом году, к концу года, уже выделяют для этого средства. Дом-интернат будет выведен за пределы Псидаха. Поэтому властям и Малгобекского района, и в целом Министерству труда и социального развития надо максимально посмотреть, подыскать место, где это будет, чтобы это было доступно, удобно, ну и завершить эту задачу к концу года. Таким же образом у нас и социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов. Дом ветеранов рассчитан на 30 койко-мест и не имеет возможности принять на оздоровление всех желающих. И здесь тоже нам оказывается помощь по линии федерального центра. И к концу года за выделенные средства мы должны пристроить дополнительные корпуса еще на 50 койко-мест и создать уже совершенно современные условия для реабилитации там, и ветеранов, и инвалидов, и, конечно, любого желающего, кто хочет отдохнуть в этом центре. На это обращаю тоже отдельное внимание. Но опять же хочу здесь подчеркнуть свое недовольство работой социальных отделов муниципальных образований. Здесь нет контроля, насколько я вижу, поэтому здесь просил бы депутатский контроль организовать в этом направлении. Много людей, которые мы видим, или которых мы видим в соцсетях, в Ютубе или в других соцсетях, про которых пишут, про которых говорят неравнодушные люди. Но при этом штатные соцотделы есть, и они почему-то должны внимание этим людям не оказывать. Здесь надо максимально всем миром работать, в том числе привлекает тот институт гражданства, о котором мы говорили, тейпов, фамилий, родных и близких, которые иногда бросают своих родственников на таком трудном, тяжелом социальном положении и ждут, пока им кто-то окажет помощь. Комплексно мы должны здесь с вами поработать и максимально сделать так, чтобы все-таки люди, которые независимо от национальности, вероисповедания, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, должны получать ту социальную помощь согласно и закону, и правил, и обычаев, и традиций наших. Уважаемые коллеги, адекватный ответ вызовам и угрозам нашего времени должна дать сбалансированная государственная культурная политика. Именно культуре отводится роль гармонизации общественных отношений. Данный фундаментальный подход положен в основу проводимых преобразований в сфере культуры республики. В 2017 году нам удалось провести капитальный ремонт в 5 домах культуры и построить новых 8. В 2018 году планируется строительство еще 8 домов культуры. Но строить или создавать инфраструктуру одно, а научить грамотно использовать эту инфраструктуру по назначению – это совершенно другое. Поэтому здесь просил бы и правительство, и парламент в целом, и Министерство культуры максимально уделить этому направлению внимание. Хорошо себя зарекомендовал Центр культурного развития Магаси. И по нашей просьбе Министерство культуры России идет навстречу. И каждый год нам будет выделяться средства для строительства еще 4 таких центров в наших крупных городах. Это и в Малгобеке, в Сунже, в Карабулаке и в Назране. Здесь и главам муниципальных образований, и тем, кто контролирует, надо максимально оказать содействие, помощь в подборе места, чтобы место было доступно для граждан, чтобы оно было где-то в том радиусе, где наибольшее количество сконцентрации людей, чтобы это место отвечало современным требованиям. Ну и в ходе строительства, в том числе, участвовать в контроле и наблюдении за этими проектами. Это важная тема. Еще одной из тем, которая является, и мы тоже получаем поддержку в этом плане, принципиальная поддержка или согласие уже есть, это строительство современного музейного комплекса «Россия. Моя история».
Это огромный проект, мы его будем строить в районе мемориала памяти и славы. Там же мы планируем создать парк «Патриот». Принципиальное согласие Министерства обороны о выделении более 60 единиц боевой техники уже есть. Поэтому это колоссальная работа, огромный труд. А мы с вами, начиная от начала, завершая, там, к концу 2019 года, должны этот проект завершить. Проект «Россия. Моя история» — это контент и федеральный, очень мощный, хороший, и местный. Над этим надо работать и научному сообществу, поработать здесь, и всему обществу нашему, так, чтобы этот проект был самым посещаемым, особенно для нашего подрастающего поколения. Это как раз тот проект, который позволяет людям, молодежи особенно, понимать историю нашего народа, в том числе, нашу неразрывную связь в целом со страной во все времена и укрепление этой связи на будущее поколение. Поэтому этому проекту мы должны уделить особое внимание. Здесь я просил бы всех подключиться к реализации этого проекта. Значительную роль в образовании, воспитании, духовно-нравственном становлении личность играет приобщение народа к творчеству, к литературе. Литература должна быть местом межкультурного и межконфессионального общения. Многие писатели сегодня пишут то, что приходит в голову, совершенно не опираясь на то, к чему завтра эта книга может привести. Совершенно не учитывая в том числе элементарные вопросы, связанные и с законом. Совершенно не понимая в этих своих писаниях определенных экстремистских или других взглядов. Поэтому я еще раз прошу здесь особое внимание обратить здесь и правительственной комиссии, и коллегии, и, конечно, Союза писателей Республики, ну и, конечно, органов правопорядка, лицей Совета Безопасности и Министерства внутренних дел. Почему? Потому что когда писатели выходят за рамки закона, конечно, в своем большинстве они выходят за рамки закона не по умыслу, а по недопониманию некоторых вещей. Мы здесь должны, конечно, максимально сделать так, чтобы все, что пишется, было на благо. Все, что пишется, было для воспитания, а не для разжигания межнациональной, межконфессиональной или другой розни. На это обратил бы особое внимание. Правительству республики необходимо наладить работу по взаимодействию с нашими земляками, проживающими за рубежом, добившимися там значимых успехов в своей деятельности. А таких людей творческих, в том числе, очень много за пределами. В своем прошлогоднем послании я отметил необходимость проведения мероприятий по сохранению и популяризации нашего языка. И мне приятно, что на этот отзыв и послание откликнулись все без исключения. И государственные службы, общественные организации, и даже детские дошкольные учреждения. Но еще раз повторяю, это не должно быть перебором в различных направлениях. Все должно быть настолько корректно, уважительно, при этом пониманием того, что является государственным языком, что является национальным языком и как должна интегрироваться наша молодежь. Я вижу в этом деле, в этом направлении у нас переборов особых нет, но тем не менее надо делать все, чтобы наш язык сохранить. На это тоже обращал бы внимание. Для каждого народа язык — это часть его культуры, позволяющая сохранить этнос. И скажу так, что во все времена, и в царское время, и в советское время, и в нынешней современной России, всегда государство уделяло особое внимание сохранению этноса. Уважаемые приглашенные, уважаемые депутаты, спорт – это фактор здоровья нации. Активное развитие в республике спортивной инфраструктуры, внедрение системы готового проведения большого количества спортивных мероприятий дает положительные результаты в части формирования здорового образа жизни и повышения уровня обеспечения республики спортивными сооружениями и объектами спорта. Ну и, конечно, огромный имидж республики и в регионах страны, и за ее пределами. Буквально один спортсмен может дать очень хороший эффект. Таким спортсменом буквально в недавнем прошлом на Олимпиаде 2016, конечно, явился наш Хасан Халмурзаев. Поэтому, конечно, мы, воспитывая спортсменов, создавая инфраструктуру, должны всегда понимать, что не каждый спортсмен станет чемпионом, и именно выделять тех, кто наиболее достоин стать чемпионом. Делать на это упор
и развивать и олимпийские виды спорта, особо уделяя на это внимание и ресурсы, и, конечно, не олимпийские виды спорта. Почему? Потому что там тоже участвует огромное количество нашей молодежи, наших людей. Растет число жителей, регулярно занимающихся спортом, которое достигло уже на сегодняшний день почти 17%. Ну, по итогам 2018 года это было 2,3%. Это говорит о том, что мы много развиваем спортивную инфраструктуру, много уделяем внимания спорту и создали большое количество, уже более 15 новых федераций спорта в республике. За счет небюджетных инвестиций в Малгобеке построен стадион, включающий футбольное поле, волейбольную площадку, а также трехполосную легкоатлетическую дорожку. И сегодня в Малгобеке начато строительство, и к концу года мы его торжественно откроем. Это спортивный комплекс с бассейном. Это большой проект для Малгобека, для жителей Малгобека. В сельском поселении Сагапши Малгобекского района завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого будет в 2019 году. В 2017 году проведен комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе фестиваль среди допризывной молодежи всей семьей на ГТО, тестирование учащихся 11 классов общеобразовательной организации на сдачу норм ГТО. В целях развития олимпийских видов спорта в республике проведена работа по реорганизации детско-юношеских школ в организации спортивной подготовки, реализующих программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов. В последние годы в республике активно развивается хоккей. Ну, не в последние годы, 2 года буквально. И уже наши ребятишки могли себя проявить в 2017 году, где на турнире всероссийском завоевали кубок Александра Рагулина. 22 января 2018 года открылась хоккейная академия Фетисова-Башлам. На открытие были приглашены почетные гости и именитые спортсмены. Почему это делается? Почему гости? Почему легендарные личности? Чтобы для детей были ориентиры, чтобы все понимали. И когда выступают и Вячеслав Фетисов, и другие легендарные личности хоккея или спорта, когда они рассказывают, что такого не видели, и все начиналось с дворовой площадки, с самых-самых там, не условий, они стали таким великим чемпионом. Конечно, у наших ребят есть стимул на таких красивых, хороших мировых площадках уже себя проявлять и показывать. Мы в этом году открываем 2 бассейна. Один буквально на днях в Магасе, второй в Назране. Это тоже не просто бассейн, не просто вода. Здесь я даю поручение Министерству спорта, руководству военного комиссариата, Министерству образования, в целом правительственному блоку, всех детей, независимо от пола, пропускать через бассейны. Особенно тех ребят, которые призывного возраста. Никаких проблем сегодня нет по графику пропускать детей с 9 класса через эти бассейны. Бассейн, вода дает огромный потенциал для поддержания здоровья. Ну а для призывников в армию, тех, кто поступает в военное училище, это тем более один из таких предметов, которые необходимо сдавать при поступлении в военное училище. Поэтому просил бы на это обратить особое внимание. В 2017 году проводились мероприятия по обучению населения по вопросам гражданской обороны и защиты от гражданской чрезвычайной ситуации, природного, техногенного характера на базе образовательных учреждений МЧС, по месту работы, учебы и жительства граждан. Всего различными видами подготовки в республике были охвачены более 140 тысяч человек. В целях повышения культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организации населения, придание нового импульса развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, повышение ее имиджа и значимости для обеспечения безопасности государства, в 2018 году объявлен МЧС России годом культуры безопасности. Это очень мощный, хороший проект, и нам всем надо его поддержать. В этой связи поручаю правительству республики активизировать в текущем году мероприятия по подготовке всех слоев населения по вопросам защиты при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Я обращаю на это особое внимание. Буквально недавние события в Кемерово показали, что там были яркие личности и примеры, как в таких ситуациях, казалось, безвыходных, должны люди действовать. Мы видим много примеров и здесь, в республике. Мы в прошлом году и позапрошлом поощряли, награждали и здесь, в республике, и в Москве на
итоговых мероприятиях наших и детей, и взрослых, которые максимально оказывали помощь при возникновении вот таких ситуаций. В том числе и это пожар, это и спасение утопающих, это и элементарные аварии на дорогах. Поэтому каждый человек должен научиться хотя бы мало-мальски представлять, что такое доврачебная помощь. От этого, конечно, может быть сохранено большое количество жизней людей. Поэтому на это обращаю внимание, и всем вместе здесь надо работать. Уважаемые коллеги, одним из стратегических направлений развития экономики республики является туристическая отрасль, которая демонстрирует хороший потенциал. В 2017 году на развитие туризма в Ингушетии было направлено более 320 миллионов рублей. С начала 2017 года туристический поток республики составил более 50 тысяч человек. На территории Ингушетии прошло около 30 массовых туристических мероприятий, в которых приняли участие более 20 тысяч человек из числа местного населения и более 13 тысяч гостей и участников из других субъектов России. Разработано более 30 туристических маршрутов, в том числе новых, включая межрегиональные туристические маршруты. В рамках развития сельского и экологического туризма создана Ассоциация гостевых домов республики, и открытие прошло в 17 сельских гостевых домов. Здесь главам муниципальных образований надо более активно работать. Кстати, этот проект включен как критерий оценки деятельности глав муниципальных образований. Поэтому дата после даты вы будете по этому вопросу отчитываться. Обращаю на это очень серьезное внимание. Гостевые и сельские дома – это новый вид туризма, хотя это не что новое, как старое забытое прошлое. В 2018 году планируется разработка и внедрение механизмов финансовой, в том числе грантовой поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся организацией сельского и экологического туризма. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого существования государства. Если вспомнить историю и заявления некоторых там лидеров мировых государств, в том числе и различных там политологов мира, одним из таких факторов именно развала страны является межнациональные отношения, именно вмешательство в межнациональные отношения и конфликты на межнациональной почве. На это наблюдают очень многие, много попыток этих было. Мы помним, как Советский Союз развалился именно на этой почве. Поэтому, конечно, мы с вами не должны допускать никаких межнациональных разногласий в республике. Ежегодно в республике проводятся десятки мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, содействуется культурному многообразию народов страны. Функционирует система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающая возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации. Однако формирование межнационального согласия – процесс сложный. В этой работе нужно учитывать все обстоятельства, особенно то, что духовное, культурное единство нашего общества – это патриотический настрой, включает в себя сохранение традиций и обычаев всех народов России, уважительное отношение к религиозным ценностям. Вот тот музей, про который я говорил, «Россия. Моя история», это одним из таких мощных факторов сохранения межнационального мира, согласия и гражданского, военного, патриотического воспитания подрастающего поколения. Необходимо усилить работу с нашими соотечественниками, проживающими в странах СНГ и дальнего зарубежья, как мы перед этим буквально я говорил. Почему? Потому что и в форме межнациональных отношений. Сегодня наши земляки, которые проживают в Казахстане, как моя страна, мое государство, по-другому не называть Казахстан. И в Кыргызстане также. Почему? Потому что эти люди живут, и казахстанцы приняли самые тяжелые времена, а под казахстанцами подразумеваем и Казахстан, и казахов, и русских, и немцев, и всех, кто там же проживал на этой территории. И когда мы живем в таком хорошем согласии, дружбе, взаимопонимании, особенно межнациональное согласие, конечно, это надо укреплять. Эти примеры надо передавать в том числе и сюда. Передавать, транслировать эти примеры на территорию Европы. Когда в Европе начались террористические акты, тогда обращался к нашим землякам, которые там живут в Европе. Тоже говорил, самое тяжелое время для вас. Европа приняла вас, поэтому отнеситесь к Европе
жителям Европы с уважением, почему же вас приняли. Не слушайте тех идеологов, которые толкают вас на преступление, и не идите или не кусайте ту руку, которая вас кормит, которая вас поддерживает. Поэтому, конечно, здесь межнациональные отношения они должны не только транслироваться на территории республики, они должны распространяться на всех территориях, где проживают наши земляки. В том числе особо подчеркнул бы по межнациональным отношениям, уважительным отношениям наших земляков, которые проживают в регионах России. Уважаемые коллеги, сохранение социальной и экономической стабильности в республике, создание условий для устойчивого развития региона невозможно без уравновешенной бюджетной и налоговой политики и адаптации бюджетных ресурсов к новым экономическим реалиям. В приоритетах бюджетной политики республики на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности республиканских местных бюджетов, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизацию внутренних источников, и более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики. Здесь необходимо подчеркнуть, что у нас есть трудности, так как мы дотационный регион. Многие живут по старым меркам, совершенно не оптимизируя бюджетные расходы. И при очередных проверках мы видим, что совершенно неравномерно и нерационально используются бюджетные ассигнования. Поэтому прошу здесь и требую от правительства, от Министерства финансов в целом и муниципальных образований провести скорейшую оптимизацию штатов и тех структурных подразделений, по которым мы говорили, и сделать так, чтобы мы перераспределили те средства, которые экономим на одних направлениях, на другие важные направления. В своем послании президент страны об этом тоже говорил, что социальная, в том числе, поддержка, помощь населению, она должна быть адресной, а не всем подряд. Почему? Потому что есть кто менее нуждается в этом, есть кто больше нуждается. Но это можно будет только делать за счет экономии средств. Еще раз на это обращаю внимание. Основной задачей должна стать реализация уже принятых бюджетных обязательств с конечной целью сокращения размера дефицита, а также подготовка нового бюджета на трехлетнюю перспективу. Обращаю на это очень серьезное внимание. Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы утверждена программа оздоровления государственных финансов республики на период с 2016 по 2019 год. Поэтому приоритетом расходной части бюджета должен быть ориентирован на две основные цели. Это в первую очередь обеспечение социальной стабильности и обеспечение экономического роста республики. Перед правительством, конечно, стоит сложная задача, как сделать из такого скудного бюджета оптимизацию, как сделать эффективным этот бюджет. Поэтому здесь надо работать круглосуточно, а не наскоками. Кроме этого, принципиально важно достроить систему внутреннего контроля и возложить соответствующую ответственность за контроль на главных распорядителей бюджетных средств. Здесь у нас, надо подчеркнуть, недовольно эффективно работаем. Одним из приоритетных направлений деятельности республики для достижения результативности в управлении государственным имуществом является эффективное управление и рациональное использование государственного имущества. В 2018 году правительству необходимо обеспечить государственный кадастровый учет всех объектов недвижимости, включая земельные участки, используемые государственными монетарными предприятиями и госучреждениями под объектами. Также нельзя допустить задержку зарплат бюджетникам. Это люди, на которых сегодня держатся все институты власти. На это тоже обращаю внимание. Уважаемые депутаты, в 2017 году с целью привлечения бюджетных инвестиций проводилась обширная работа. Мы с каждым днем, с каждым годом наращиваем инвестиции в бюджет республики. И это тоже сложно, очень сложно при нашей ситуации, при истории, в том числе инвестиций в Республике Ингушетия. Но, тем не менее, мы планово эти показатели выполняем. И, конечно, это еще раз говорит о стабильности в республике, о том, что мы можем работать, умеем работать с инвесторами. У нас совершенно нормативно-правовая база в этом направлении. Мы с помощью, в том числе, и Министерства по делам Северного Кавказа реализуем ряд проектов, в том числе ТЦ-комплекс Южный и завод по алюминиевых профилей, который мы должны на днях буквально сдавать уже. И здесь тоже надо обратить внимание и взять на особый контроль эти проекты, так как реализация любого проекта, если оно проходит по графику, по плану, то это стимулирует тех руководителей, кто подписывает под эти проекты, еще больше уделять внимание и помогать нашей республике. На это обращаю внимание. Ну и, конечно, вопросы, связанные
с деятельностью муниципальных властей. Здесь глава муниципальных образований просил бы особо обратить внимание на имидж своих муниципальных образований, не ждать, пока сверху будет указание. Каждое муниципальное образование имеет свою историю. Создайте определенные там проекты, в том числе, чтобы эти проекты были и туристической привлекательности, и других сфер направления. Тогда инвестиции и все остальное будет в рамках тех задач, которые мы перед собой ставим. Ну и особо, конечно, это уход от дотации, минимизировать дотации с бюджета республики, так как мы делаем все возможное, чтобы уйти, минимизировать дотации от федерального центра, а вы должны сделать это от местного бюджета. Опять же, вопрос контролеров. Да, мы говорим малое и среднее предпринимательство, здесь и жесткий контроль со стороны прокуратуры, так как есть прописаны законы. Но, повторяю слова Владимира Владимировича Путина, никакие ограничения не могут действовать там, где есть безопасность граждан. Чем меньше контролеров, конечно, тем комфортнее работать для предпринимателей. Но и предприниматели должны научиться работать современно, а не ждать, пока контролер придет. Одним из факторов, как мы сказали, улучшения экономики, конечно, это и малое и среднее предпринимательство, это инвестиционная привлекательность направления. Но и надо учитывать здесь и целый сектор, частный сектор. У нас огромное количество людей, которые называют индивидуальным предпринимательством, но при этом нигде не зарегистрированы, из-за чего у нас и процент безработицы не снижается. Поэтому здесь надо правительству работать. Есть законы, где освобождаются индивидуальные предприниматели от налоговых там вещей. Поэтому здесь просил бы максимально поработать со всеми институтами власти, которые у нас на сегодняшний день есть. Поэтому здесь максимальная работа в этом направлении, мне кажется, еще надо учить такую сферу влияния, как оказание государственных услуг. Мы одними из первых в стране достигли 90% показателя. В этом году мы уже выходим на 90% показателя. Надо выходить на 100% показателя. Те услуги, которые переданы в МФЦ, они должны быть рабочими. Здесь отдельная комиссия, правительству надо ежеквартально проверять, делать оценку. Да, у нас огромное количество жалоб ушло после того, как мы создали МФЦ. Это говорит о том, что все-таки МФЦ дает хорошие результаты. Но все равно надо проверить, насколько оперативно, насколько быстро решаются вопросы. Есть ряд моментов, когда человек, приходя в МФЦ, получая справку по тому или иному ведомству, должен еще идти в министерство того или иного места, и там еще эту справку подтверждать. Надо уходить от этих вещей, это даже уголовно наказуемые вещи. Поэтому просил бы обратить на это внимание. Сегодня в республике обеспечено 156 окон приема заявителей через МФЦ. И оказывается более 200 услуг. В том числе более 50 услуг это для бизнес-сообщества. Это хороший показатель, если брать по сравнению с регионом. На это обращаю внимание. Транспортная инфраструктура, как и другие отрасли, является важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей. Сегодня, кстати, должен сказать, что по транспорту и по дорогам наибольшее количество жалоб и заявлений людей. То есть транспорт и дороги вышли на первое место, а раньше это было здравоохранение и образование. Поэтому здесь надо тем, кто курирует это направление, очень сильно обратить внимание. Да, транспорт – это гарант развития экономики, но в нашем случае это гарант стабильности среди гражданского сообщества. На это тоже обратите внимание. Мы в этом году идем уже, и я думаю, что буквально там на прошлой неделе, после определенных переговоров в Москве, мы выйдем к концу года все-таки на придание статуса международного аэропорта Магаз и строительство и реконструкцию железнодорожной ветки от Назрани до Сунжи. Но надо над этим направлением работать. Еще одна из задач, если мы говорим про транспортную составляющую, особенно дорожную инфраструктуру, это уже проект госэкспертизу прошел федеральная дорога, реконструкция федеральной дороги, оставшиеся части. И в этом году выделяется более 500 миллионов рублей для того, чтобы начать работу. Основной объем работ, конечно, будет в 2019 году. Здесь тоже должен контроль со стороны и органов правопорядка, и со стороны правительства за качеством и своевременным освоением этих средств. И одним из таких
ключевых достижений, в том числе стратегических, это то, что принято принципиальное решение о приеме на федеральную собственность двух участков дорог. Это Нестеровская, Таргим и выход на военную грузинскую дорогу. Это стратегический проект, в том числе и для туристического потенциала. И, конечно, это будет такой хорошей помощью для бюджета республики. И второй проект, это небольшой, но тем не менее, это дорога от федеральной дороги на аэропорт. Вот эти два участка будут приняты. Но, опять же, правительству надо работать над проектом по передаче федеральной собственности дороги Назрань-Малгобек. И Малгобек-Горогорск в сторону Горогорска. Поэтому поработать здесь над этим направлением. Это важная тема. Уважаемые коллеги, сельское хозяйство в стране сегодня одно из динамично развивающихся отраслей. И, конечно, большой объем работы проводится и у нас в республике. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 2017 году достиг 8,6 миллиардов рублей. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства является привлечение масштабных частных инвестиций в производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Но я здесь должен сказать, я не буду перечислять, какие проекты у нас более активные, но должен сказать, что 50% инвестиционных проектов, которые мы хотим реализовать по сельскому хозяйству, они нереализуемые. Здесь я вижу слабую работу все-таки министерства в плане того, что не совсем качественно изучаются эти проекты, в целом блока сельскохозяйственного правительства. Здесь надо очень серьезно поработать в этом направлении, обратить на это внимание. Те проекты, которые у нас сейчас успешно идут, это и сад-гигант Ингушетия, и птицекомплекс Южный, который реализуется, и тепличное хозяйство, и эко-муслим-продукт, они требуют, и другие направления, они требуют не просто поддержки, а пристального внимания председателя правительства, правительственного блока. Поэтому здесь я просил бы и требую держать эти вопросы, этих людей на личном контроле. Почему? Потому что это стратегия развития агропромышленного комплекса нашей республики. Я вам скажу, что при реализации тепличного хозяйства этот проект и птицекомплекса Южный, эти два проекта выйдут так же, как и сад-гигант, как минимум десятку регионов, лучших проектов регионов страны. Надо здесь просто работать над этими проектами и держать на личном контроле. Строительная отрасль происходит во многом благодаря материализации инвестиций, увеличению реального сектора экономики. Поэтому, конечно, строительная отрасль – это базовый отрасль экономики. Одним из источников инвестиций в социально-экономический потенциал республики является реализация федеральных и республиканских государственных программ. Основным направлением финансирования в 2017 году были определены объекты сферы образования, здравоохранения. Оно будет и дальше, и инженерной инфраструктуры, и культуры. Но при этом здесь очень слабо уделяется внимание инвестициям, частным инвестициям, которые происходят на территории республики. Поэтому обращаю здесь очень серьезное и пристальное внимание, в том числе и Министерство экономики, как курирующего направления инвестиций, и Агентство инвестиционной привлекательности, строительному блоку, в целом правительство. Почему? Потому что в многих муниципальных образованиях, в сельских поселениях строится много проектов инвестиционного направления, но они почему-то в строке учета не учитываются. На это надо обратить внимание. В рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды на территории республики ведет строительство благоустройства 44 дворовых и 13 общественных территорий в 8 муниципальных образованиях. Здесь я еще раз подчеркиваю, внимание уделить этому и главам муниципальных образований. Только при наличии акта, только при наличии документа о том, что проведен сбор, сход этого населения, населенного пункта или же жителей этого двора. Мы на выборах президента о том, что отдельным направлением выставляли проект, и там люди голосовали, какой проект лучше. Из 3 проектов выбирали один из таких проектов. Поэтому здесь и парламенту, и правительству взять на жесткий контроль, чтобы мы были примером по выполнению и реализации этих проектов. Это партийные проекты, и это до 2022 года. И если мы сейчас грамотно подойдем к реализации этих проектов, мы довольно серьезно изменим облик наших населенных пунктов и городов. В сфере жилищного строительства мы достигли хороших результатов. Планово мы это все выполняем. Но здесь я обратил бы внимание в том, что учитывать не только бюджетные проекты и объекты, а, как я уже говорил, и инвестиционные, и особенно частный сектор. Там мы тоже
уделяем очень слабое внимание. Одним из задач по ветхому жилью, главных задач, в ближайшее время я буду заслушать по этому поводу, поэтому просил бы вывести это как главную задачу. Это ревизия всего частного сектора. Здесь я думаю, что и органы правопорядка подключатся. Почему? Потому что 50% так называемого ветхого частного жилья – это дутые цифры, это вообще не существующие адреса. Поэтому здесь нам надо очень серьезно поработать. А это тоже влияет на рейтинг республики, в целом системы страны. Почему? Потому что у нас самое большое количество так называемого ветхого частного сектора. На это обращают тоже внимание. Дорогие друзья, говоря о наших достижениях, которые мы имеем в 2017 году, конечно, мы должны говорить и о таких факторах, как индексы промышленного производства. Мы благодаря ряду проектов, в том числе и заводу полимерных труб, в том числе и предприятиям РИАК и другим предприятиям, которые мы построили, в том числе за счет частных инвестиций, за счет бюджетных инвестиций, они дали хороший результат. Но при этом мы должны с вами подчеркнуть, что мы до совершенства не довели ряд предприятий, которые построены за счет бюджетных средств. Правительству здесь надо поработать, ускорить процесс передачи в Ростех и завода по энергосберегающим лампам, найти в рамках ГЧП тех, кто сопроводит этот проект, как швейная фабрика и предприятие детского питания, но при этом, конечно, это максимально привести в соответствие с законом. Но, тем не менее, я должен сказать, что мы максимально провели работу, и здесь я должен поблагодарить тех участников процесса, которые сделали такой хороший скачок в индексе промышленного производства. Необходимо подчеркнуть проблему с водоснабжением населения. Мы в этом году реализуем еще один проект на 300 миллионов рублей. Просил бы здесь еще раз глав муниципальных образований держать на личном контроле, чтобы те ошибки, которые в прошлом году были, чтобы они не допускались. И за счет этих средств решить проблему, которая сегодня стоит перед теми населенными пунктами, где у нас наиболее проблемно с водоснабжением. Уважаемые коллеги, одним из важнейших наших приоритетов является повышение роли молодежи в развитии республики. При этом главная цель – это воспитание здорового, интеллектуально развитого, патриотически настроенного поколения, способного отвечать на вызовы времени, на равных участвовать в формировании технологичной, культурной повестки глобального развития страны. В целом можно отметить положительные изменения в развитии молодежной политики, в частности, в вопросах увлечения незанятой молодежи в общественную жизнь, объединения и сплочения молодых граждан, воспитания и формирования молодежи из группы риска ценностных ориентиров. В рамках реализации указанных вопросов в 2017 году проведено более 300 мероприятий. Представители республики приняли участие в 14 крупных международных форумах и международных, и всероссийского масштаба. И таких, как окружные мероприятия. И в этом году надо нарастить количество участников не только как участников, но и как претендующие на получение гранта на этих форумах. На самом значимом международном форуме Всемирном фестивале молодежи и студентов нашу республику представляли 40 талантливых ребят. На Мушике наша республика, или молодежь нашей республики заняла среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа 2-е место. За последние годы создано более 16 молодежных и детских общественных организаций и движений. Создана единая ассоциация молодежных организаций. Поэтому здесь надо наращивать потенциал, работать. И те слова, которые мы говорим, что молодежь – это наше будущее, подрастающее поколение – это наше будущее, конечно, надо внедрять практику в жизнь уже реальным сектором и направлением работы. Следует отметить, что в Ингушетии активно развивается молодежная общественная организация, молодежное правительство, молодежный парламент, молодежная избирательная комиссия, муниципальные молодежные советы. Кстати, здесь огромная помощь от этих советов. Здесь просил бы правоохранительный блок, особенно МВД, активно включать молодежные советы в работу в именно деятельности дружинников и участковых и так далее. Почему? Потому что они могут являться хорошим таким подспорьем помощи на местах. В 2018 году объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом добровольца, волонтера. Это будет год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила нашей страны, отметил Владимир Путин. Надо на это обратить внимание. Мы одними из первых провели у себя работу по году добровольца.
исход добровольцев, массовые посвящения волонтеры, а также запустили собственное мобильное приложение «Волонтер онлайн», ну и другие проекты. Уже надо наращивать, и, конечно, волонтерское движение или добровольческое движение, оно должно работать во всех, не только муниципальных образованиях, но и во всех институтах власти республики. На это тоже обратил бы особое внимание. В том числе и развитие наших юноармейцев и других проектов, которые позволяют больше и больше сплачивать людей и воспитывать в духе патриотизма. Надо обратить особое внимание правительству на молодежный форум «Торгим». Почему? Потому что пока что я вижу, что только по инициативе и по настойчивости Комитета по делам молодежи. Это проект не молодежный, это проект правительственный, поэтому прошу на это обратить особое внимание. Ну и, конечно, мы должны посмотреть, на каких площадках, на каких уровнях привлекать молодежь, чтобы они уже учились у старшего поколения. Как я уже говорил, и молодежное правительство, и молодежный парламент должны участвовать на заседаниях правительства и парламента, на крупных мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому прошу обратить внимание на это и максимально, чтобы наша молодежь училась работать у нас, накапливала опыт у нас уже. В том числе надо поддерживать молодежь. Здесь я тоже могу покритиковать. Мы ряд там воркаутных площадок построили, но сколько я не проезжаю мимо них, они пустуют. Здесь я вижу не совсем добросовестно те молодежные советы и другие активы работают в этом направлении. Поэтому постарайтесь здесь максимально заполнить эти площадки. Они должны работать там и создавать новые проекты, новые направления, которые сплачивают молодежь и которые дают ориентиры для нашей молодежи. Ну, особо, конечно, это внимание молодежи к нашему старшему поколению. Я уже говорил перед этим буквально. Вот то внимание, которое есть старшему поколению, вот те традиции, обычаи позволяют сегодня нам уверенно говорить, что у нас самое большое количество старших, которые проживают, старшего поколения. Поэтому это надо сохранить, это надо укреплять, поэтому здесь я просил бы и Комитет по делам молодежи, и в целом муниципальное образование, и правительство уделить этому особое внимание. Если брать направление, в том, что особо важно сегодня подчеркнуть, борьба с наркоманией, у нас идет активная работа в этом направлении. Если брать в масштабах страны, округа, да, мы находимся там чуть ли не на первом месте по минимизации этого направления. У нас не такие цифры, как в регионах. Но опять же, то, что есть, это сегодня очень сильно разлагает общество. Мы все знаем друг друга. Если в другом регионе где-то выявляется какой-то там наркоман или там кто-то торгует наркотиками, и про него никто не знает, кроме правоохранительного блока и соседей, то у нас это все узнают все вместе. Поэтому здесь очень усиленно надо и активно работать с теми, кто в первую очередь распространяет это зелье, этот яд, это отраву для нашей молодежи, для нашего населения. Ну и, конечно, работать с теми, кого можно уже вытащить из этого состояния. Те, кто уже попал в зависимость, сложно вылечить. И больше надо здесь профилактику проводить. Я уже говорил об этом. Одними лозунгами, плакатами, баннерами мы задачу не решим. Здесь еще раз подчеркиваю, и в целом ведомство МВД, на которое уже возложена борьба с этим направлением после ликвидации федерального направления, и общественные советы, и муниципальное образование совместно здесь должны работать. В том, что через профилактику не надо стесняться об этом говорить и на общественных встречах. На это тоже обращаю особое внимание. Дорогие друзья, мы много делаем, много работаем, но одним из главных факторов, которые мы с вами не можем решить, это грамотно показать то, что сделано, и грамотно внедрить эти проекты, грамотно запустить их, чтобы от этих проектов пошла польза для населения. Я уже говорил перед этим, в том числе и когда мы не успеваем оформить документально эти проекты, объекты. Но особо говорю еще раз, что возвращаясь к объектам культуры, к объектам спорта, к объектам образования. Мы их не просто так строим. Это стратегические объекты, которые должны быть многофункциональные в своих муниципальных образованиях, в своих сельских поселениях. Обратите на это очень серьезное внимание. Там, где нет объекта культуры, дома культуры в селе, используйте площадку школы. Почему? Потому что современная школа, которая построена в селе, новая школа, позволяет проводить там
и кружковые, и художественные, и творческие, и другие мероприятия. Используйте эту площадку. Там, где нет возможности по линии спортивного комплекса отдельного, то спортзал, школы используйте. То есть максимально эти объекты и проекты используйте. Почему? Потому что иначе мы эти объекты не закольцовываем в целом на те задачи, под которые они построены. Я приводил примеры по домам культуры, где дом культуры построен, уже прошло где-то там уже 3 месяца, а там никто не хочет ничего делать. Поэтому здесь я обращаюсь к правительству. Тщательная аттестация тех, кого вы подбираете на руководство этих домов. Люди должны быть творческие, люди должны быть понимающие, что такое дом культуры, для чего он создан. И только тогда может быть там какая-то работа. А то, что вы там хорошего человека поставили директором, эта ситуация не спасет. На это обращаю очень серьезное внимание. Ну и, конечно, нам надо с вами максимально поддержать те проекты, о которых мы говорили, меценат года, или тех людей, которые вкладывают свои средства в различные отрасли, делают это чисто из моральных или других аспектов, поэтому мы их должны поддерживать и максимально работать с этими людьми в плане того, чтобы их и показывать, и про них рассказывать, чтобы эти люди являлись примером для всех, кто еще хочет в этих направлениях поработать и участвовать. Как я уже говорил, мы ведем на уверенном пути развития нашей республики. Задач очень много и в этом году, и в наступающем году. Эти задачи отражены и в послании президента страны, и в указах президента. И сейчас уверен, что новые указы появятся, новые задачи появятся. Поэтому просил бы, как президент сказал, рубежный характер. У нас есть рубежный характер, когда мы выходим на определенный рубеж стабильности, развития, подъема, а дальше должен быть рывок. В своем послании президент об этом сказал. Поэтому просил бы это тоже правильно понимать и максимально настроить себя на то, чтобы выстроить работу по созиданию, по развитию нашего общества. Приведу ряд цитат и слов или слова великих наших писателей. Это один из великих русских классиков, Николай Чернышевский, если говорить про патриотизм, говорил такие слова. Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ. Поэтому, когда мы говорим про какие-то космические вещи, про какие-то объемы, про работу, мы, конечно, должны всегда понимать, что мы это все делаем для людей, для народа. А народ – это не просто в целом какая-то масса людей, это конкретно один человек, и помощь одному человеку – это решение вопросов целого народа, в том числе в масштабах этого человека. Потому что его проблема, она связана именно с его проблемой. Ну и, конечно, слова хочу провести нашего выдающегося поэта Джамалдина Яндиева, где сосредоточен моральный кодекс ингушского народа. И вот из его стихотворения есть 4 начальных слова, и каждый народ их вручает ребенку навечно беречь и любить. Слово «жизнь», потому что и он будет время умрет. Слово «смерть», потому что обязан он правильно жить. Слово «родина», что продавать на базаре нельзя. Имя, данное матерью, пусть беспорочно несет. Вот наследство, которое всем нам дается, друзья. И отчета от нас будет требовать вечно народ. Опять же, все идет к народу. Поэтому я закончил вот такими словами свое послание. Почему? Потому что они важны, они нужны. Это прочная связь нашего народа со всеми народами страны. И, конечно, с великим русским народом, с великими русскими классиками, поэтами. Поэтому я просил бы всех это правильно понимать и всех идти по пути общего созидания, развития на благо как нашей республики, так и на благо нашей великой страны России. Спасибо.